Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какой подарок готовит вам судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Но в виде подарка идет встреча. Встреча с человеком, о ком вы часто думаете, либо человек, которого вы совсем недавно вспоминали. Как будто бы вы загадали: хочу увидеть этого человека, либо хочу поговорить с этим человеком. И судьба подарит вам встречу с этим человеком. Встреча, кстати, очень такая светлая будет, душевная, светлая. И 100% вы услышите то, что вы хотели услышать, да, увидите того, кого вы хотели увидеть. И что-то прям доброе, светлое между вами случится, либо зародится, как новое начинание идет у вас с этим человеком. То есть если у вас есть симпатия к кому-то, и вы думаете: ой, хоть бы встретить, обязательно встретите. И не только встретите, но и договоритесь с этим человеком. Либо вам важно с кем-то поговорить, там, соскучились вы по ком-то, давно не виделись, думаете об этом человеке, и он в вашей жизни, либо она в вашей жизни обязательно появится. И прям такой душевный разговор, на таких добрых нотках у вас все произойдет. И о чем-то, конечно же, вы договоритесь. Так, еще здесь какой-то меч падает в землю. Причем падает по какой-то косой, не ровно вот прям впинается, а вот как плавно вот в землю втыкается, под углом, да, под углом, правильно сказать. Это какая-то опасная ситуация, которая вам угрожала, либо, может быть, вы боялись этой ситуации. Знаете, она произойдет, но эффект будет какой-то, ну, я не знаю, минимальный, либо нулевой. То есть то, чего вы так сильно боялись, ну, вам никак не навредит, никак в вашей жизни, не знаю, не отыграется, и вы так посмотрите и скажете: господи, а что я такое, чего я так боялась, да, за что я так сильно переживала. То есть да, это произойдет, и ничего, это произойдет, и все, и тишина, и никаких последствий, как говорится. То есть не заденет, не уколет, не поранит. Вот как-то так идет. Как-то мягко, мимо, да, для вас, либо на вас никак не скажется. Так, еще. Здесь какая-то женщина, которая создавала вам проблемы, либо хотела бы создать вам проблемы, может быть, даже как-то вас задевала, против вас что-то затевала, какие-то действия нехорошие в ваш адрес осуществляла. Ну, некрасиво себя вела. Некрасиво, может быть, нагло и даже в какой-то степени агрессивно. С этой женщины спадет корона. Спадет, причем очень громко спадет. То есть это какой-то будет скандал, либо какая-то большая неприятность у этой женщины будет. И вот вы сразу поймете, что это ей в наказание за то, что трогала вас, за то, что вас обижала, да? Беспричинно причем обижала. Знаете, как вам даже в какой-то момент ее будет жалко, вот какая она будет никчемная, да, там люди, может быть, над ней смеяться будут, там, тыкать пальцами в нее будут. Ну, это такое. Каждому свое, как говорится, да, не надо было людей обижать, не надо было так себя вести нагло. Опять же, девочки, кто страдал от козней соперницы, да, вот соперница, например, в отношениях, в любви, где-то она опозорится, либо какие-то данные про нее всплывут, может быть, там
прошлое какое-то у нее там нечистое. И это как позор у нее. Позор ложится на ее плечи. Эта корона с нее падает. Причем громко-громко. Об этом долго будут говорить, долго это будут обсуждать. Так, еще подарок в виде какой-то денежной суммы. Через какого-то человека вам будет передана денежная сумма. Сумма, кстати, такая, знаете, не мелкая, приличная. Для кого-то даже большая эта сумма покажется. Вот какой-то человек вам передает эти деньги. Для тех, кто долго что-то не мог продать. Вот идет покупатель, который, знаете, как с закрытыми глазами, там любую сумму называю, и человек заплатит без лишних вопросов. Если мы говорим о, ну, допустим, да, какой-то должник был, передаст вам сумму долга, да, долго скрывался от вас, там, долго не показывался, теперь передают эту сумму долга. Также, возможно, с кого-то стянут алименты, и вам прям такую большую сумму передадут там, за несколько месяцев, а у кого-то даже за несколько лет. То есть вы деньги эти не ждете. Не ждете, либо уже даже и не надеетесь. И вот, пожалуйста, эта сумма к вам придет. Еще я вижу какого-то вашего родственника, причем там человек не один, скорее всего, как семья у этого человека. Смотрите, либо любовь, там люди в отношениях, либо они действительно семья. Родственник какой-то очень дальний. Знаете, там из серии там, троюродные, там какие-то внучатые племянники и прочее, прочее. Такой человек начнет с вами общаться, выходить как-то на связь, на контакт. Может быть, вы не сразу откликнетесь. Ну, как бы для вас человек чужой по факту, да, может быть, вы особо и не виделись, либо не общались. Но человек настолько хороший, настолько положительный, настолько открытый и приятный, что вы дадите согласие, будете общаться с этим человеком. У вас идет начало именно вот таких добрых, взаимно выгодных отношений с каким-то вашим родственником. Даже не с одним человеком, а с его, например, семьей. Вот. Появится у вас новый родственник. Причем этот человек со временем станет вам гораздо ближе, чем вот прям родные, кровные. По крайней мере, вот надежней, открытий для вас будет. То есть человек очень много добра для вас будет делать. Ну и вы, конечно же, в долгу тоже не будете оставаться. И прям как друг друга найдете. Вот не знаю, у этого человека идет инициатива с вами общаться. А вам нужен такой добрый родственник. Потому что вас как-то... Ну да, у вас есть хорошие родственники, там близкие люди неплохие, но все как-то больше от вас хотят. А этот человек, наоборот, хотел бы вам, ну, не знаю, помочь, что-то сделать для вас. Такой добрый родственник-помощник, можно так назвать. Для вас это будет прям как чудо, да, чудо иметь такие родственные связи. Кстати, у кого-то отыграется, что, возможно, это даже не ваш родственник, а родственник, например, вашего партнера, да, который будет с вами общаться, который вас примет как свою, да, чем-то будет вам помогать, что-то хорошее для вас делать. Ну, приятно. Так, еще подарок судьбы, какое-то путешествие, какая-то поездка. Кто-то мечтал, прям надеялся, что когда-нибудь я поеду в какое-то место посещу. А у кого-то наоборот, человек даже не думал, не гадал, и вот такой шанс, такая возможность поехать в какое-то красивое, необычное место. Ну, вот непривычное, да, в таких местах вы раньше не бывали. Вы знаете, такое неизгладимое впечатление на вас произведет эта поездка. Во-первых, вы очень хорошо отдохнете. Во-вторых, вы впечатлений, очень ярких впечатлений наберетесь. И это очень положительно скажется на вашем физическом здоровье и также на вашем душевном состоянии. Вот как зарядитесь очень хорошей положительной энергетикой. Так, еще подарок. Подарок высветления каких-то не очень честных людей, не очень порядочных людей. Знаете, как будто бы вас эти люди долго, ну, не знаю, там, вводили в заблуждение. Какую-то даже работу проводили, чтобы вас, ну, я не знаю, на что-то уговорить, где-то вами воспользоваться, может, даже пользовались вами. Судьба откроет вам на них глаза. Причем откроет с какой-то очень жесткой стороны. Просто, знаете, у вас так отрезвление моментально идет. Вы скажете: о Боже, как я могла этим людям там доверять, да, либо как хорошо, что я прям там какой-то документ не подписала, что они там меня не уговорили.
Но это не один человек, их как будто бы двое, а то и трое. Потому что это какая-то банда, да, какая-то организация преступная. И вы прям такая: не-не-не, все, не подходите, а то я заявлю, например, в полицию. Как-то в последний момент, как будто бы вы с ними прекращаете там общаться, сотрудничать, и вот понимаете, кто перед вами. Глаза открылись. Так. У кого-то проблемы, и кто-то на грани, не знаю, расставания, либо развода. Причем женщина, не хочет, вы женщина, да, если вы смотрите, вы не хотите. Если вы мужчина, смотрите меня, то женщина очень не хочет вас отпускать из этих отношений. И вы очень просите высшие силы о том, чтобы мир между вами был, да, чтобы вы помирились, чтобы у вас там все наладилось, чтобы ушло это разногласие, чтобы вы не расстались. И знаете, небеса услышат вас, если вы женщина, либо услышат женщину, если она об этом просит. Здесь паре как будто бы дается еще один шанс на то, чтобы забыть прошлое и жить дальше. Да? Жить дальше вместе, как обнулиться, да, начать с чистого листа. Идет такой шанс, идет такая возможность. Но сразу хочу предупредить, что девушке, женщине тоже нужно немножко поменяться. Знаете, вы слишком, я не знаю, отдающая, либо наоборот принимающая. Нельзя забывать о себе и растворяться в другом человеке. Сначала, да, это, конечно, здорово, но потом человек начинает от этого, не знаю, пресыщаться, надоедает это все. И вот интерес, да, гаснет интерес. Я вижу, что вам будет подарена искра страсти. И, мои хорошие женщины, девушки, попробуйте по-новому, попробуйте по-другому, попробуйте именно как равноправные партнеры, а не так, что вы прям все должны этому мужчине там давать, готовить, наглаживать, настирывать и всегда его сидеть у окна ждать. Попробуйте все-таки и собой заниматься. Чем меньше вы будете к нему прям так вот липнуть, да, тем больше вы будете ему интересны. Займитесь собой, своей жизнью, своими интересами. Занимайтесь собой и, конечно же, развивайтесь. И тогда этот мужчина всегда будет вами интересоваться. И эта страсть, искра страсти, которая будет вам подарена, она никогда не затухнет, а будет только лишь разгораться и превращаться в пламя. Пламя, настоящий костер. Так, кстати, здесь вот отношения еще мне показали. Отношения, в которых нет конкретики. Да? Люди вроде вместе, и в то же время непонятно, что будет дальше. Никто никуда не стремится, либо, например, женщина хотела бы семью, а вот мужчина, такой весь в сомнениях, его и так все устраивает. Такой паре будет подарен ребенок, то есть беременность, женщина забеременеет. И это вам знак и сигнал, что ваши отношения благословили небеса. Небеса благословили на союз. Для мужчины это будет прямо, знаете, как зеленый свет, да? Вот все. Это твоя женщина, теперь ты будешь папой, да? Вот, берись за голову, принимай серьезные решения, делай серьезные предложения и, как говорится, вперед из песней. Вот, так что, девчоночки, если забеременеете, не спешите расстраиваться. Это хороший знак, это знак того, что вы, наоборот, пойдете уже в направлении семьи, счастья. Да, одной дорогой пойдете с мужчиной. Для него это сигнал идет. Так, а если вы, например, в треугольнике, и вы забеременели, опять же, да, именно высшие хотят, чтобы была ваша пара, не с другой женщиной, чтобы мужчина был, а именно с вами. Так, еще подарок. Подарок в виде какой-то поддержки, какой-то помощи. Знаете, как будто бы вас кто-то со спины страхует, подстраховывает. Да? Человек мудрый, человек грамотный, человек даже, возможно, с какими-то уникальными способностями. Как покровитель, но не покровитель, потому что не только покровитель, но и защитник. Вот, знаете, как картинка, да, когда маленький ребенок начинает делать свои первые шаги, всегда рядом мама, которая готова его поймать. Да, вдруг он там начнет падать, да, либо там не сможет сделать шаг. Вот
у вас такой человек появится, но это не мама, это чужой человек, который будет вам как мама. Опять же, это может быть на работе, это может быть на учебе, это может быть даже какой-то чиновник, да, который там проникнется вашей историей, там, сложностями вашей жизни, скажет: ну я тебе помогу. Я помогу, я о тебе позабочусь, и вот будет вам действительно и помогать, и заботиться, и подсказочки давать, и советы, и даже для вас какой-то, может быть, какие-то блага выбивать. Вы этого человека будете называть как ангел, добрый ангел, ваш добрый ангел. Так, еще успешное начало какого-то нового дела. То есть вам подарят удачу, везение и успех. Но это как-то у вас, знаете, как одно за одним идет. Сначала будет везение, потом будет удача, потом будет успех. Дверь, куда-то вам откроется дверь. Причем, знаете, очень многие люди хотят этим воспользоваться, но у них не получится, а получится у вас. Вас как выбрали, чтобы стать успешным, либо успешной. Либо вы очень много работали над тем, чтобы добиться этого успеха. И высшие говорят: ну, молодец, давай-ка мы тебя наградим. Знаете, вам тут такой совет. Когда вы добьетесь своего максимального успеха, вы его обязательно добьетесь, потому что у вас над этой дверью, видите, пальмовая веточка. Вы, пожалуйста, делитесь знаниями, делитесь навыками и почаще делайте добрые дела. Именно добрые дела. Хотите — помогайте, там, материально кому-то помогайте, хотите — помогайте какими-то делами, советами. Но чем больше добра вы будете посылать в Вселенную, да, тем больше будет к вам возвращаться. То есть, грубо говоря, у вас вот равно идет между вашими добрыми делами, поступками и вашим максимальным успехом. Если где-то будет дисбаланс, да, то есть как бы вся картинка начнет расшатываться. То есть чувствуете, что вам везет, чувствуете, что у вас вот дела пошли в гору, начинайте делать добрые дела, либо больше делайте добрых дел, чтобы у вас все время был вот баланс. У вас как прям зависимость, да, зависимость от того, насколько вы даете миру, настолько получаете взамен. То есть идет такая формула успеха для вас. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.